Так обычно проходит воскресное богослужение протестантской церкви «Новая жизнь», которая в Алматы действует с начала 90-го года. Индекс религиозного разнообразия у Казахстана самый высокий в Центральной Азии, но на фоне остального мира является средним. Рейтинг стран по уровню религиозного многообразия американский исследовательский центр Pew определил, опираясь на приверженность населения каждой страны к основным религиям – буддизм, христианство, ислам, индуизм, иудаизм и другие. Ни одна страна в Центральной Азии не попала в лидеры по степени религиозного разнообразия. У Казахстана 5 баллов из 10, у Кыргызстана 2,4, у Туркменистана 1,5, Узбекистана и Таджикистана по 0,7 баллов. В этом выпуске программы «Перекресток» мы расскажем о том, что мешает этнически неоднородному региону быть многообразным и в отношении религии. Примером межнационального и межконфессионального согласия в Центральной Азии называют Казахстан. До недавнего времени здесь было более 4,5 тысяч религиозных организаций, представляющих 46 конфессий. Теперь их чуть более 3 тысяч, и они представляют уже 17 конфессий. Религиозное поле Казахстана сузилось после введения в 2011 году обязательной регистрации религиозных объединений, которую правозащитники призывают отменить. Представители некоторых религиозных меньшинств жалуются, что в Казахстане поддерживаются только суннитский ислам ханафитского мазхаба и православное христианство, которые устояли здесь как основные религии. Приверженцы других конфессий чаще всего остаются вне закона, а в худшем случае считаются сектантами. Все мусульманские общины, к примеру, обязали войти в состав духовного управления мусульман, которое поддерживается государством. Именно этой структурой назначаются имамы во всех мечетях. А по пятницам имамы могут читать только проповеди, одобренные духовным управлением. Все мечети также обязаны отдавать духовному управлению мусульман 30% от своего финансового дохода. Петропавловская религиозная татаро-башкирская община мусульман в Казахстане имеет 400-летнюю историю. Несмотря на попытки пройти перерегистрацию в 2013 году, община была закрыта по решению суда. Прихожане общины опасаются, что скоро власти отберут у них мечеть Дин Мухаммед, которая была построена в городе Петропавловск татарскими купцами еще в 1854 году. Во-первых, есть у нас официальные бумаги, допустим, да, с муфтията, муфтия, допустим, подписаны, который запрещает нам разговаривать вообще на своем языке. Но дело в том, нашему имаму разницы нет, на каком языке говорить. Да. На русском языке, на татарском, на казахском языке. К нам ходят сюда, все национальности приходят сюда, все приходят. Мусульмане – самая многочисленная конфессия в Центральной Азии. На втором месте Русская Православная Церковь. Остальные конфессии мира слабо представлены. Прихожане малых религиозных общин и вовсе жалуются на преследование со стороны властей. В Туркменистане этой весной на 1 год тюрьмы осужден 23-летний Павел Паимов. Его приговорили за отказ от исполнения воинской службы. Но правозащитники считают, что молодой человек осужден по религиозным убеждениям, поскольку он входит в общину свидетелей Иеговы. По некоторым данным, христиане здесь составляют около 9% населения, остальные конфессии – 2%. Но под жестким контролем здесь находятся все религии, говорят правозащитники. Для свидетелей Иеговы тоже есть проблема их ребят, которые не могут по совести служить в армии. Их посадят, и в данный момент есть 7 из них, которые сидят в лагере в Седи из-за этого. Еще есть 2 узника, которые мы точно знаем, что их посадили, и их люди говорят что-то фальшивое обвинения, только они использовали другие способы, чтобы наказать и посадить за их веру.
В баптистском храме «Дом молитвы» недалеко от центра Душанбе готовится к празднованию Пасхи. Верующим удается сохранить свою религиозную идентичность в Таджикистане лишь благодаря поддержке баптистов из-за рубежа. В основном это русские немцы, покинувшие Таджикистан в 90-х годах. Баптистский пастор в разговоре с корреспондентом говорит, что с властями сложились хорошие отношения. Однако у коренных жителей, принявших христианство, возникают проблемы. Но в основном гонения устраивают. И в первую очередь родители, родственники, братья, сестры, да, мужья или жены на мужей устраивают гонения, да. Вот. И, ну что, это понятно, так Слово Божие говорит, да, будут вас гнать, будут ненавидеть, за имя Мое Иисус говорит, да. Но вы, говорит, это не бойтесь, вы молитесь за обижающих вас, благотворите ненавидящим вас, да, и любите даже врагов, говорит Слово Божие. Поэтому мы так и постараемся поступить, да. В Таджикистане 150 тысяч христиан. Это вторая по величине конфессия здесь. В основном это православные, но их численность сокращается, в том числе община грузинов, исповедующих православие. Когда-то диаспора считалась одной из активных культурных сообществ в стране. В Узбекистане построены и работают больше 10 синагог. Иудаизм здесь сохраняется благодаря бухарским евреям. Исторически они проживали на территории Каканского ханства, Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Незадолго до распада Советского Союза в Узбекистане жили около 30 тысяч евреев. Из них сегодня осталось лишь несколько сотен, в основном представители старшего поколения. Большинство эмигрировало в США и Израиль. Я думаю, здесь свобода полностью, здесь нет притеснений по религиозному принципу. То есть здесь работают и церкви, есть и польский костел, есть и армянская церковь, еврейские синагоги 2, мечети. То есть в этом плане никаких притеснений нет. В Кыргызстане официально 4 католические церкви, но действует только одна. Большинство верующих – это потомки ссыльных поволжских немцев, поляков и других европейских этнических групп. В Кыргызстане действует всего одна католическая церковь. Вот это вот здание было построено еще в 1967 году. Двери церкви, как правило, закрыты, за исключением часов богослужения. В день сюда приходят не более 5 прихожан. Чуть больше людей можно увидеть в выходные и праздничные дни. Здешние священники на контакт особо не ведут, а официальных же данных о числе католиков в Кыргызстане нет. По некоторым предположениям, они составляют чуть меньше 1% населения. Возглавляет Римско-католическую церковь в Кыргызстане епископ Николай Месмер, член мужского монашеского ордена Святого Игнатия. Благотворительность является основным видом деятельности католической церкви в Кыргызстане. Материальная помощь из-за границы, в основном из Германии, распределяется прежде всего среди больных, инвалидов, многодетных семей и одиноких пожилых людей. По словам прихожан, среди них есть русские, немцы, корейцы и кыргызы. Большинство из них пожилые, как правило, люди с небольшим достатком. Все приходят и молятся. И, как говорится, разве кто кому запретит в какую церковь ходить? Кто выбирает по своему, как говорится, сердцу любую церковь, туда и идет. В Кыргызстане официально зарегистрировано 1522 мечети, 378 христианских церквей разных конфессий. Представители религиозных меньшинств заявляют, что особых препятствий для их деятельности не возникает, хотя сама регистрация является довольно длительным процессом. По действующим правилам на процесс регистрации отводится месяц. Если возникает необходимость дополнительных документов или уточнения некоторых данных, сроки регистрации могут быть продлены еще на месяц. Кстати, в заявлении на регистрацию обязательно нужно указать о целях религиозной организации и ее влиянии на общество. В Кыргызстане 13 миссионеров и сестер. Они посещают около 30 католических общин, которые разбросаны по всему Кыргызстану. Каждая община насчитывает несколько или несколько десятков человек. Агирим Макалбекова для «Перекрестка» из Бишкека. Религиозный ренессанс Центральной Азии после распада Советского Союза способствовал возрастанию роли религии в общественной жизни, но не привел к религиозному многообразию. Вместо этого имеют место быть преследования религиозных меньшинств и независимых верующих.
Все это показывает, что в регионе не распространено широко понимание того, что разные религии необходимы и что общего в них больше, чем различий. Ведь каждая из них призывает с уважением относиться к представителям другой веры.